Сегодня суд приговорил двоих наших бывших сотрудников, двоих наших бывших операторов, Александра и Джамарта, к 5 годам колонии общего режима. Это реальный срок заключения. Их приговорили за соучастие в призывах к массовым беспорядкам. По такой же статье двое наших бывших бухгалтеров получили несколько лет пробации. Что я хочу сказать по этому поводу? Прежде всего, я выражаю сочувствие нашим ребятам. Я выражаю сочувствие их семьям. Но и это совершенно людоедский, бессмысленный, нелогичный приговор. Изначально, когда наших бывших сотрудников задержали, они признали свою вину, причем когда они признавали свою вину, к ним не допускали адвокатов. И на предпоследнем судебном заседании они отозвали свои показания и сказали, что они невиновны. Когда я слышал о том, что они признали свою вину, я думал, это выглядело что-то, как мы сказали, да, мы работали в Клопе, да, мы монтировали материалы, и следствие интерпретировало это как признание вины. Но когда мы присмотрелись к материалам дела, мы увидели, что в них нету ссылки ни на один материал, опубликованный на Клопе. В них упоминаются 5 материалов Болота Темирова, к которым наши сотрудники, обвиняемые, они не имели никакого отношения. Эти материалы, они никогда не выходили на Клопе, или их какие-либо версии тоже никогда не выходили на Клопе. И тем не менее они получили такой приговор, они получили реальное лишение свободы. И это ужасно. И это ужасно для них, но это, к сожалению, в 1000 раз хуже для Кыргызстана и для системы правосудия в Кыргызстане, потому что это значит, что теперь любого, абсолютно любого человека, потому что если они поднимают руку на известных журналистов, могут приговорить, могут осудить, могут лишить свободы из-за тех поступков, к которым этот человек никакого отношения не имел. Это было убедительно доказано в суде. Адвокаты в прениях сказали, что все доказательства обвинения — это фактически доказательства защиты. Но тем не менее этот суд, он посадил наших ребят. Мне очень тяжело морально, мне очень тяжело психологически. Всем сотрудникам Клопа сейчас очень тяжело. Но, к сожалению, этот приговор еще раз показал, почему наша работа так важна, почему мы должны продолжать то, что мы делаем. К сожалению, этот приговор и многие другие несправедливые приговоры, которые мы видим сейчас в Кыргызстане, они указывают на то, что нашу страну ждут тяжелые и темные времена. Но я хочу сказать, что бы ни было, мы постараемся продолжать работать, и мы постараемся оставаться с вами. Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что поддерживаете нас. Мы будем продолжать бороться. Мы будем продолжать освещать то, что происходит у нас в стране.